Выучить абхазский и абазинский языки – задача, казалось бы, не из легких, однако сегодня на их изучение авторы проекта предлагают затрачивать минимум времени и сил, всегда под рукой в удобном интерфейсе и для носителей русского, английского, турецкого и арабского языков. Видеоуроки включают в себя 3500 слов, и, как отмечает Амина Лазба, это составляет 90% общих фраз и предложений, которые используются в ежедневной речи. Человек, который выучит вот эти фразы и предложения, он может общаться на родном, на абхазском и абазинском языке, общаться свободно, насколько это возможно. То есть, если он говорит о каких-то простых вещах, о которых мы говорим ежедневно, с друзьями, с родными, близкими и так далее. И очень хочется надеяться, что этот проект станет таким полезным инструментом, подспорьем, который способствует более глубокому изучению родного языка и вызовет интерес и, так сказать, проявит вкус к абхазскому и к абазинскому. Стать участником обучающего проекта может каждый желающий. Для этого необходимо просто быть подписанным на телеграм-канал, перейти на который можно, зайдя на сайт Всемирного абхазо-абазинского конгресса. Мы публикуем в других социальных сетях тоже, но вот основное направление – это телеграм-канал, поэтому призываю всех подписываться и учить абхазский и абазинский вместе с нами. И еще мы призываем наших пользователей записывать выученные фразы и предложения, чтобы потом мы могли их тоже публиковать и рассказывать о результатах, и тем самым показывать, какой интерес вызвал проект. Идея создания такого проекта, как рассказывает Амина Лазба, появилась давно, однако реализовать ее удалось совсем недавно, а запуск пришелся на 1 июня. И несмотря на небольшой срок, телеграм-канал уже имеет свою немаленькую аудиторию, более 200 человек. Как вспоминает Амина Лазба, при создании обучающей языкам программы важной составляющей была простота в использовании и возможность обучения для всех представителей абхазской диаспоры. Я изначально начала сама создавать вот такие фразы и предложения, которые когда-то могли бы лечь в основу вот таких видеоуроков. Но довольно непросто это было сделать, поэтому, то есть ежедневно пришло какое-то предложение в голову, записала, пришло, записала. Дальше я обратилась к специалистам, которые обучают много лет абхазскому языку, попросила их помочь мне придумать диалоги на русском языке, чтобы потом перевести. И надо сказать, что мне очень повезло в тот период, когда вот мы над этим работали, к нам обратился представитель черкесской диаспоры, зовут его Джонти Ямиши, живет он в Чикаго, он наш соотечественник, гражданин Республики Абхазия. Он создал мобильное приложение, которое обучает 20 разным языкам. Он подарил мне бесплатную подписку на это приложение, я подписалась, начала изучать, я хотела учить французский, поэтому с него начала, и увидела, что в основе этого приложения, учебного материала, находятся те слова, те фразы и предложения, которые я хотела бы использовать в наших видеоуроках. Я к нему обратилась и сказала, что вот так планирую делать. Он мне рассказал, что вот несколько лет группа специалистов, филологов, лингвистов работала над вот этими фразами, которые поэтапно даются пользователям или изучающим тот или иной язык, то есть они усложняются, они разбиты по темам, по направлениям. В общем, он бесплатно предоставил нам этот учебный материал на английском языке. Я изучила его, я адаптировала его под наши задачи. Мы с нашими переводчиками информационного портала перевели на рабочие языки. Это турецкий, арабский, русский, а английский уже был, соответственно, абхазский и абазинский. Каждый день, кроме выходных, авторы проекта предоставляют своим подписчикам по одному видеоуроку. Уже завтра он станет 30-м. А для тех, у кого нет возможности обучаться в Телеграме, Абаза ТВ вслед за мультфильмами на абхазском языке в образовательный блок вещания включает и данный проект по обучению абхазскому и абазинскому языкам. Виола Барганджа, Сасрык Вагухава, Абаза ТВ.